Написать экзамен по математике, физике или информатике больше, чем на 90 баллов сложно, поэтому ЕГЭ по русскому языку выпускники называют палочкой-выручалочкой для тех, кто планирует поступать в престижные вузы. Получить по этому предмету высокую оценку реально. Это показывает и статистика. В этом году по всей стране больше 185 тысяч высокобальников. Но мало кто ставит перед собой цель сдать госэкзамен на все заветные 100 баллов. Эти гимназистки даже не надеялись на самый высокий балл. Когда мама позвонила Наиле Мальсаговой, сообщив ей приятную новость, девушка просто не поверила, пока не увидела результаты своими глазами. Но отличная оценка появилась не по счастливой случайности. Это плоды упорного труда. Годичная подготовка с учителями, репетиторами и просмотры различных онлайн-вебинаров. На математику, конечно, потому что архитектурный там всегда расчеты, чертежи, геометрии, и, конечно, больше всего нужна была математика. А получается, ты на русский язык не такую сильную подготовку? Делала, если сказать честно, да, потому что я целыми днями сидела, тоже занималась русским, потому что русский вообще как сам обязательный предмет, и для аттестата как обязательный предмет мне нужно было набрать нормальный балл на 5. Системное повторение правил, ежедневное решение тестов – секрет заветной сотки. Дополняет его еще и сильная мотивация. Она не менее важна, уверены 100-бальники. Кто-то хочет уехать из родного края, сменить обстановку, другие – получить высшее образование ради перспективного будущего или чтобы не разочаровать родных. Ради того, чтобы мною гордились мои близкие. Очень хотелось отдать должное моим родителям, моей семье, которые столько лет в меня вкладывали. Все-таки больше всего, наверное, это. Давления не было, семья меня всегда поддерживала. Говорили, что главное готовиться, а баллы – это не так уж и важно. Поэтому как-то мне было очень удобно заниматься, спокойно. Для Лейлы Аржабариевой главной мотивацией было осуществить свою мечту – поступить в престижный вуз и стать маркетологом. Когда готовилась к ЕГЭ, то решила сократить время на хобби и подруг. Но, признается девушка, результат определенно того стоил. Я была дома, написала подруга, сказала, что пришли результаты. Я захожу, у меня трясутся руки. И изначально я увидела проходной балл 24. Я подумала, неужели я не прошла? Потом смотрю, рядом стоит 100, и у меня просто паника. Я бежу к маме с отцом и им говорю, что я сдала на 100 баллов. Они как-то тебя поддерживали? Что? Они мне не поверили. По русскому языку, это по данным Рособорнадзора. В регионе «Золотой фонд» пополнили 11 старшеклассников. 3 из них – ученицы гимназии «Марем». Как заявляет руководство, результаты их выпускников с каждым годом все лучше и лучше. Не последнюю роль в этом играют консультации учителей. Тут есть спецуроки, посвященные ЕГЭ. Математику профильную из 14 сдававших от 61 до 80 баллов 9 человек сдали, значит, свыше 80 баллов 2 ученика. И литературу сдавали 3 ученика, значит, один ученик получил 74 балла и второй ученик 81 балл. Вот. Конечно же, мы гордимся нашими выпускниками, мы желаем им удачи, найти свое место в жизни и быть полезными нашему обществу. Статистика по 100-бальникам в регионе, да и по всей стране еще может вырасти. Основной период закончился. Впереди резервные дни сдачи госэкзаменов для тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать на ЕГЭ. Он установлен с 12 по 17 июля. Хава Газиков, Магомед Дидигов. Новости 24.